Разрешите слово предоставить первому президенту Республики Саха-Якутия, основателю лицеев и гимназий, школ повышенного уровня Республики Саха-Якутия, нашему национальному лидеру, уважаемый Михаил Ефимович. Дорогие наши учителя, организаторы этого великолепного проекта, я глубоко убежден, что этот проект находится в надежных руках. Порукой тому она возрождается без понукания, без директив сверху, а по велению сердца больших энтузиастов, наших учителей, наших организаторов. Эта неделя была очень насыщенная. Вот мне приходилось иногда 5 часов утра сидеть за компьютером и участвовать, потому что такие мероприятия очень серьезные, очень масштабные и перспективные. Вот первый форум онлайн по развитию Дальнего Востока. Эти дни идет на базе нашего федерального университета, всех федеральных университетов России, с участием президента Российской академии наук, именно роли и места университета в устойчивом развитии этого макрорегиона. Конечно, среди них ваши мероприятия, олимпиада, конференции, круглые столы, безусловно, сияли, как яркая звезда на небосклоне. Я искренне рад. Верьте, я искренне рад такому замечательному мероприятию, не то что мероприятие, а глубоко проникающее в душу каждого из нас работы. Вот сегодня два моих коллег рассказали притчу и то, что на самом деле есть. Кто-то определяет, как школу устроить своего ребенка. Кто-то рассказал о храбрости, учебе и какие результаты добиваются в результате этих двух поступков. Да, характер, формирование воли – это немаловажное, а в многих моментах определяющее. Вот в истории нашей республики, нашего народа, я из всех людей, которые жили в 17, 18, 19 веке, выделил бы одного человека, князя Кангаласского улуса, фамилия Илья Максимович Шадрин. Он в 25-летнем возрасте стал князем. 25. Заменил своего отца. По масштабу своего времени он очень хорошо владел русским языком. И через 4 года он поехал в Санкт-Петербург, встретился императором, российским самодержавцем. Это единственный человек, который трижды встречался с 3 императорами. Это феноменальный случай. Именно этого он всегда добивался своей волей, своим характером, своей настойчивостью, решая самые злоботрепещущие вопросы своего народа. Вторая поездка, когда ему было 32 года, он взял своих сыновей двух. Одному сыну было 6 лет, другому
было 10 лет. Он с собой взял в то время. И благодаря знакомству, контакту с высшими руководителями империи российской, он добился поступления ребятишек своих впервые из якутов в престижный колледж военный, когда директором работал Михаил Илларионович Кутузов. Вот это феномен. Он на своем примере, своим характером настойчивости показал, насколько нужна для народа Саха образование. Поэтому я еще раз подчеркиваю, вы в своей деятельности, повседневной деятельности воспитывайте именно волю, храбрость, характер ребятам. Все люди мира созданы с одного материала. С одного материала. Творец создал всех одинакового материала, с одинакового материала. Поэтому не скромничайте, не ходите опущенной головой, а держитесь прямо. Смотрите в лицо и всегда чувствуйте, что вы равные. Вот такое надо воспитывать нашим детям. Второе пожелание в будущих олимпиадах. Мы нетрадиционные предметы, хотя ведущие, главные предметы включали, но те моменты, которые вы предусматриваете в числе 5 китов образования, включайте именно интеллектуальную сторону, развитие интеллекта. Будь это шахматы, олимпиаде должна быть специальный раздел соревнований по шахматам. Интеллектуально, чтобы наши ребята играли музыки, потому что все ведущие, умные, интеллигентные люди владеют одним из музыкальных инструментов мира. И эта музыка, не зная даже языка, можно общаться со всеми в мире. Можно вступить в контакт, можно становиться интересным для нашего собеседника и так далее. Вот этот предмет должен быть тоже включен в Олимпиаду. И знание иностранных языков, безусловно, должен присутствовать в наших Олимпиадах как самостоятельное направление. Мы должны состязаться в знании языков. Вот это помогло бы нашим ребятам действительно становиться очень интересными, духовно богатыми, нравственно чистыми и всегда интересными людьми. Вот это второе пожелание. Третье пожелание: в следующих наших мероприятиях принимали участие наши меценаты, наши родители. Это два мощнейших союзника наших. Родительская общественно знала то, что вы делаете, что вы хотите делать. И они помогали в этом деле. Вместе жили учитель и родитель. А меценаты, сегодняшнее образование, поскольку не замыкается только в школьных программах, требует, конечно, финансового расхода. Без финансового расхода наши поездки не состоятся. А значит, многие мы не будем дорабатывать. Летние школы, которые будем организовывать, приглашением ведущих ученых России, мира,
чтобы они лекции читали. Я в свое время приглашал очень многих знаковых людей России. Сейчас Академия, Малая Академия приглашает выдающихся людей мира. Все они требуют, конечно, финансовых расходов. Поэтому меценация должна в нашей системе, в наших школах развиваться очень порядочным, сильным, масштабным. Что еще хотел бы сказать? Мы должны все же никогда не забывать, в переднем фланге находится учитель. Его дарование, его талант, его профессионализм. Вот. Нам тоже надо подумать специальную программу повышения, кроме 100 аспирантов, которые вот настойчиво Юрий Иванович развивает этот второй поток 100 аспирантов в республике. Это, безусловно, нужное дело. Повышение квалификации, чтобы у нас работали высшей квалификации учителя больше было их число. Авторские учителя свои предметы, методику преподавания и так далее писали. Вот. Все это требует, конечно, постоянно оттачивания мастерства учителя. Вот. И они тоже потребуют расходы финансовые. Когда поедут учиться на аспирантуру, некоторые очно, заочно, кто учится очно, надо сохранить заработную плату, это допустимо, это разрешается это делать и так далее. Вот. Мы в системе меценатов должны обращаться к своим выпускникам, которые сегодня стали на ноги, независимо где работают, где находятся. Вот я знаю, мне Мичель Иванович рассказывал, как одна из выпускниц Актемского лицея, который работает в крупнейшей финансовой структуре, живет в Лондоне, и она установила стипендии всем отличникам школы, победителям различных олимпиад, российских, республиканских. И по итогам первого полугодия, если память не изменяет, 34 ребятишкам она отправила вот свои стипендии и так далее. Сегодня один из выпускников этого лицея, который сегодня является кандидатом химических наук, работает в системе «Газпрома». Он долгое время работал преподавателем в Мирнинском институте Федерального университета. Сегодня формирует и будет открывать в новом учебном году именно кабинет химии и так далее. Это очень хорошие такие подходы, нужные, эффективные подходы. И каждая наша школа может находить своих выпускников, открывать кабинеты физики, химии, информатики и так далее и тому прочее. Поэтому наши выпускники тоже в этом проекте должны принимать самое непосредственное участие. В заключение я скажу большое спасибо организаторам во главе Юрием Ивановичем. Вы очень хорошее дело сделали за эту неделю. Ну, подготовительная работа шла очень давно. Очень хорошую концепцию. Эта концепция может претендовать, я нисколько не сомневаюсь, претендовать на грант президента России. Поэтому следовало бы подумать, отточить еще как следует и представить следующей грантовой системе, которая будет в второй половине года объявляться, представить эту концепцию вашей сети. Всех благ, здоровья, удачи и на радость нашей республики,
и родителям, и учительской общественности. Живите и трудитесь. Спасибо.